Страновская третья школа на протяжении 40 лет выпускает в самостоятельную жизнь тысячи подростков. Здание учреждения не маленькое, рассчитано на 700 мест. Но и этой территории уже недостаточно. Количество учащихся растет. С двусменного режима обучения вынуждены были перейти на трехсменку. Спрос рождает предложение. Минстроем было решено провести реконструкцию общеобразовательного учреждения и довести вместимость до 1600 мест. Нам здесь давно уже было тесно, и несколько лет подряд мы обращались к нашему учредителю, писали письма в правительство, что нам нужна или пристройка к школе, или капитальный ремонт школы. Наш спортивный зал нуждался в ремонте капитальном, столовая. У нас был очень маленький актовый зал, всего лишь на 80 мест. И, естественно, когда уже мы увидели подрядчика, нам его официально представили, что действительно будет строительство нового корпуса и капитальный ремонт действующего корпуса, мы, конечно, очень обрадовались. Мадина Янарсанова руководит школой с 2000 года, отвечает и болеет душой за каждый квадратный метр. Радует то, что в обновленном здании будет просторно, а значит более комфортно для учебы. Важную роль в процессе обучения сыграет и современное оснащение. Мы здесь демонтировали существующий учебный корпус. Демонтировали спортзал существующий был. Потом вместо них мы 4 общеобразовательных корпуса поставили новые. А существующим, который вот двухэтажный, здесь настройку сделаем 1 этаж. Существующему трехэтажного 2 корпуса сделаем капитальный ремонт. Всего площадь территории занимает 2,5 гектара. Под застройку отведено 5500 квадратных метров. Здесь также будет футбольное поле с искусственным покрытием, 2 мини-поля, теннисный корт и игровые площадки. Также традиционные актовые, спортивные и даже кинозалы. Проект предусмотрен для полноценного обучения и комфортного пребывания. Ребята с нетерпением ждут окончания строительных работ. Я очень рада, что через определенное время появится новая школа, чтобы развивать свои возможности, посвятить себя определенному предмету. Мне кажется, это очень хорошо, что нам построят новую школу, потому что это расширит наши границы. В связи с этим у нас появится больше кабинетов, больше возможностей. Мы сможем больше заниматься, расширить свой кругозор знаний. Уже в конце 2020 года школа будет состоять из 6 блоков, 2 из которых отремонтируют, они еще пригодны для эксплуатации. А после капремонта стены прослужат несколько десятков лет. Уже усилили фундамент, заменят кровлю, водоснабжение и водоотвод. Сейчас рабочие заняты строительством дополнительных блоков. На сегодняшний день этап у нас идет уже 3-й этаж одного основного блока у нас идет. Мы завершаем 2-3 дня, и этот блок будет завершен уже. Можно уже делать перегородки и накрывать крышу, получается. Потом еще остается 3 блока у нас. Это основные блоки, которые идут для учебных классов. Блоки идут. Другие 3 блоки мы уже вылезли из-под земли, одним словом. И на каждый этаж у нас уходит, грубо говоря, по 7-8 дней. На каждый этаж. Это колонны, перекрытие, диафрагма жесткости идет. Дальше идет у нас уже после этих всех этажей, грубо говоря, месяц-два, 2,5 месяца, я думаю, что мы завершим бетонные работы и накроем крышу. Эта школа обещает быть самой крупной в Ингушетии. До сих пор этот титул принадлежал Магасовской школе, рассчитанной на 1500 мест. Процесс обучения на время реконструкции не прекращается. Здесь понимают, что стройка не затянется, рабочие трудятся оперативно. Мы стараемся максимально качественную работу показывать тут. В 2020 году первый звонок прозвенит уже в обновленной 3-й школе. Дети войдут в свои классы, двухсменный режим отпадет автоматически, решится и проблема с досугом школьников. Диана Дударова, Адам Гулоев, Майрбек Межоев, Новости 24.